Федеральный законопроект о георгиевской ленточке нужен для защиты символа Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Депутаты Комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению намерены поддержать документ единогласно. Этот закон сегодня рассматривают во всех регионах, вносят свои предложения. В Коми свою оценку проекту уже дала Общественная палата региона. Елена Кононова продолжит. Законопроект о георгиевской ленточке с юридической точки зрения прост, но для нашей страны несет огромный политический и нравственный смысл, делится своим мнением спикер парламента Коми. Этот документ как никогда важен и нужен сейчас, когда в Европе переписывают нашу историю, оскверняют памятники советским воинам-освободителям, глумятся над символами славы и мужества. Политическое руководство Соединенных Штатов, используя своих, не побоюсь такого сравнения, мосик в Европе, науськивают их на наших ветеранов, на наши георгиевские ленточки. Мы видим, что некоторые страны дошли до такого цинизма, что переписывают и принимают законы, когда приравнивают нашу георгиевскую ленточку, вообще символ победы в Великой Отечественной войне, к символу нацизма. То есть идет смешение понятий, пытаются перевернуть все с ног на голову, лишая нас всего самого святого, что у нас есть. Теперь георгиевская ленточка будет защищена законом. За ее публичное осквернение вандалу грозит уголовная или административная ответственность. А еще этот документ напомнит россиянам, что это не просто ленточка с оранжевыми и черными полосками, которую можно цеплять куда попало. Это символ той победы, за которую миллионы людей отдали свою жизнь. К сожалению, многие это забыли, и далеко ходить не надо. Еще в мае в Сыктывкаре горожане случайно увидели, как в баннер военной тематики с изображением георгиевской ленты были завернуты пиломатериалы и выставлены на улицу у офиса местного отделения КПРФ. В баннер с изображением нашей георгиевской ленты они пакуют пиломатериал или какой-то мусор, сверху накиданы бычки. Автор видеоролика сыктывкарка Татьяна Кузнецова была глубоко возмущена произошедшим. Видео опубликовала в сети интернет, и только после общественного резонанса баннер с пиломатериалами был убран. Мне показалось, что это, наверное, неправильно. Почему? Потому что в моей семье, где я родилась, 4 поколения мужчин служили Отечеству. У меня есть прадеды, братья у прадеда, которые также служили. И георгиевские кресты в нашей семье – это реликвия. За неуважительное обращение с георгиевской лентой сейчас, кроме общественного порицания, наказания нет. Но после принятия федерального закона рычаги воздействия появятся. Что это будет? Штраф или даже уголовное наказание? Вопрос пока прорабатывается. Регионы вносят свои предложения. К примеру, какие запреты могут быть при использовании ленты? Регламент, конечно же, он будет, то есть либо на федеральном уровне, либо это отдадут либо они отдадут на откуп нашим регионам в плане использования метража, в плане использования, где мы будем носить эти георгиевские ленты, либо на сердце, либо не будем допускать, чтобы там на собачках завязывали или там в косички заплетали. Вот все эти нюансы, все эти тонкости, конечно, они должны быть прописаны. Несомненно, будут технические поправки, формулировки и нормы. Вопрос депутаты Госсовета намерены поднять еще раз на заседании Президиума. И только после тщательной проверки всех нюансов направят свои предложения коллегам из Госдумы. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.